Ну, вчера походили, сегодня решили дяде Валерию сделать выходной. А я пойду бруснику посмотрю, а то сегодня утром 0 градусов снег, кирдык, а потом, ну, этот 0 градусов на 1 час буквально, а потом сейчас +1, и снег сразу растаял. А я бруснику пособираю. А до кучи первый выход в жизни у Тузика на глухаря. Слышь, Тузик, если, глухаря увидим, не облаешь, неделю кормить не буду. Чтоб ты знал, что глухарятина вкусная еда, надо облаивать. Я б тебе ножки дал, голову. Я его вчера, может, зря кормил, да? Ладно, молодой. Ну, на глухарей у меня первый номер 3 штуки взял. Их же нельзя сказать, что слишком много тут под избой. А под ранком упадет, пускай этот гад бегает. Ну, надеюсь, птички, в смысле глухаря, там, тетерева, рябчики и вся остальная шелупонь мелкая. Бруснику оставили мне. Ну чего, ребятка, поспишь или как? Пару часов. Сначала поспим. Ну, Тузик, давай, я пошел. Еще и солнце вышло, ну класс. Так, Тузик, а ты откуда знаешь, по какой дороге бежать надо было? Угадал. Молодец. На этом озерке вроде никого нету. Ну, сейчас посмотрим в сторону болота. Кто-то там шевелится или нет. Никого нет. Ладно, идем дальше по своим делам, по лесу. Свернул с тропы и куда-то побежал. Ну давай, давай. Нифига, далеко убежал. Мелькает там. Это больше 100 метров уже убежал. Давай, давай, работай. Сегодня не ты на меня работаешь, а я на тебя работаю. Так. Для собаки опытной крупноват ветер. Запах глухаря может куда-то угнать. А этот молодой первый раз в жизни взял на глухаря. Война войной. А надо приготовиться. Тройку убираем. Первый номер. Глухарь, птичка серьезная. Меняем траекторию движения. Надо предупредить человека. Молодец, Тузик. Давай, вперед. Молодец. Вперед. Во. Держи. Тут рябчиков нету. Глухарь. Ну, куропатка может быть. Что-то я прогадал. Что зимнюю шапку оставил. Холодный пронизывающий ветер. О, так-то лук-то, но упадет еще с головы. И ветер-то будет здоров, блин. В такую погоду собаке крайне трудно глухаря учуять. Ну что, Тузик, кого ловил-то, а? Ну, пошли дальше. Что ж сделаешь? А вот брусника крайне редкая. Интересно, почему? Класс. Ну мало, мало. Это что, соберешь, что ли? Мало ягод, мало. Раз такую маленькую ягоду собираю. С другой стороны, когда ягод мало, глухарей надо искать там, где ягода есть. Что, Тузик, кого ты ловил? Обалдеть. Ты что, ягоды кушаешь? Ягоды есть? Ни хрена себе. А думаю, что ягод нету. Это Тузик пробежался. Блин, ветер. С ветром, конечно, не повезло. Надо
Туда. Тузик, вперед. О. Задатки есть, блин. Впереди бежит метров 60-70. Иногда возвращается посмотреть, правильно ли идет. Правильно бежит дальше. Извиняюсь, Тузик Батькович, у меня перекур. Так, куда потом мне двинуться дальше? Тузик, если глухаря не лаешь, тебя, значит, перекармливают. Кого ты там лаял? Там в одном месте только ягоды были. Где ягоды, наверняка птичка была. Какая? Надо было за ней побежать, голос дать. А ты чё, полаял, да и довольный ушел. Учти, собак так приучают, кормить перестают. Ух, как они тогда на глухарей лаять начинают. Что тебя взяли? Откармливать, что ли, тут? Тебя взяли, чтоб ты голос давал. Так. Тузик, туда идем. Вон, вперед, вперед. Слушай, 12 часов. Не, глухарь глухарем на обед по расписанию. Это наше место будет обеда. Так, сбор брусники, по-моему, завалилось медным тазом. Брусники в старых местах нету. От ветра закрываемся плащом. Остывать неохота. Даже не принюхивайся, а иди глухаря нюхай. Тузик, что так смотришь? Облаял кого-нибудь? Ну, один раз. И прожопал. Так что не смотри. Обед твой летает где-то. Ты в какой стороне? Ну, короче, я сейчас собираюсь идти на нитку. Кружок. Хорошо, понятно. Ну-ка не приходит, не подходить. Глухарей лай, иди в баню. У меня поход за брусникой медным тазом завалился. Брусники в принципе нету. Хорошо, ясно. Ну давай. Ух ты. Согласен, вкуснятина, маховик. Но все, сезон у нас кончился. Нам дальше надо глухарей смотреть. Сегодня уже 0 градусов было. Че вы растете, блин? Царство маховиков. А вот тут, похоже, северные олени, которые у нас еще остались, бои без правил практиковали. Рыли в разные стороны. Мох он откидывали. А здесь туда рыл. Тузик, на болото не пойдем. Сейчас посмотрю, что делается. И обратно. Ну, болото в октябре пустое. Домой. Вверху нюхай, а не внизу. Болотистые места, мать их за ногу. Что-то учуял и рванул туда по ветру. Вернее сказать, против ветра. Но если визуально никого не увидишь, как ты в такой ветер можешь определить, кто где там. О, потерял и вернулся. Идем дальше. Ух ты, блин, тропа какая тут. А вот это явно не глухарь копался в муравейнике. Тут капитально кто-то рыл. Значит, и Мишка здесь пробегал. Ну, у меня на закуску тузик есть. Так, ну что, тут нам гадать нечего. Идем по тропе. Ветер, ветер, ты, конечно, могуч. Но подожди дуть, пока я, блин, болото пройду. Уж больно ты реально жуть и холодный. Ух ты, какой-то след интересный. На лося похоже. И след-то свежий. Вот двойная копыта вот так туда шел. А вот это задние копытца. Так, интересно. Это один он был или не один? Так, тузику пофиг. Да след не такой старый. А вот тут еще интереснее следы. Наша тропа выходит на бревно, она потом так идет. А эти ребята прямо через лужу и сделали проспект целый. Протоптали, блин, такую канаву.
Ну, мы по ним следам не пойдем. Мы по своему бревну. Сейчас октябрь. То есть центр гона у лосей. Они забираются в стаи. Такая дикая сила тогда у самца. Сталкивался когда-то с таким. Он шел, дышал, как будто медведь ревел. Я издалека сначала подумал, медведь идет и ревет. Думаю, что такое, с ума сошел, что ли? А потом стадо лосей-то там мимо проходит. Я думаю, лучше не шевелиться, нафиг. Он прошел, не среагировал. Но от лося такие волны исходили. Шевельнешься, все, хана тебе. Волны смертельно опасные, когда лучше не шевелиться. Такую просеку сделали. Палку оставляем. У северных оленей, олень, когда по болоту идет, копыта, передние копыта ставит шире. Он ходит больше по болоту, поэтому на болото так и реагирует. Лось, и у него сил девать некуда. Это гора мышц. Он особо не старается, если ее не припрят, не старается расширять. То есть он здоровше, но след уже. Да, пожалуй, вот эти черные тобольские сапоги бродни самые хреновые. Тяжеловато в том смысле, что голенища твердоваты все-таки. И когда сжимаешь ногу, вот сгибаешь, блин, и здесь зажимает, и здесь натягивается. Коленный сустав за сегодня что день ходил, устал. Я сам не устал так, как ноги из строя вышли. Дополнительные усилия приличные. Ой, мешают работать суставом и сосудом. А учитывая, что еще вчера на лодке в этих собаках ездил, потом 10 минут шевельнуться не мог. Все сосуды были пережаты. Короче, хреновые. Вот тузик. 2 секунды перекура не дает мне. Иди вперед. Сейчас иду. Иду, тузик, иду. Фу. Давай, шуруй дальше. Лучше глухарей было ел, редиска. Как? Не знаю, ветер лает. Ну, искать надо было. Визуально. Вперед! Вперед! Вперед, 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 вперед! Ой, ой, ой. Ты что? Тоже устал, что ли? Или еще погулять хочешь? Не, пойду в избушку. Ура, до избушки дошли. Так, ладно. Последние метры остались. И мы доходим. Как-то работает, впереди бегает. Там один минус для него плохой. Ветер такой, это самое, я голову чуть не простудил, так продувало. Пожалел, что зимнюю шапку не взял. Когда он кидался по ветру, это самый ветер дует, что-то по ветру нос сверху подымет, бежит, ну метров 100 пробежит, теряет, визуально не видит. И, короче, несколько раз так бегал, один раз что-то лаял, а я даже не понял, может и оленей с этими, с лосями облаял, да. Ну, мышцы я размял, это точно. Ягод нету. Уходили было плюс 1 градус. Пришли плюс 1,5. Что тут сказать? Потеплело.